Близится к завершению год предпринимательства. На поддержку малого и среднего бизнеса направили в этом году внушительные средства из госбюджета, ввели двухлетние налоговые каникулы, мораторий на увеличение арендных ставок при использовании республиканского имущества, также расширили сеть бизнес-инкубаторов. Что уже дает хорошие результаты и на какие аспекты следует обратить внимание в сфере предпринимательства в ближайшее время, рассказывает Саргалана Захарова. Республика сегодня занимает лидирующее место на Дальнем Востоке по созданию благоприятной бизнес-среды. Особенно большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, который в нынешней сложной экономической ситуации в стране переживает непростые времена. Во многом поэтому в Якутии 2015 объявили годом предпринимательства. Наш с вами год предпринимательства проходит в очень непростых экономических условиях. Наверное, потому он еще и был объявлен. Потому что в таких условиях поддержка бизнеса требует особого внимания. И, собственно, весь год на это и нацелена была наша совместная работа и республиканской власти, и муниципальных властей, и самого бизнеса. На прошедшей этой осенью партнер-сессии в рамках форума предпринимателей представитель Минвостокразвития страны Анна Волоченко сообщила, что в этом году началась разработка стратегии по созданию особых условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Документ должен войти в федеральную концепцию развития предпринимательства до 2030 года. В стратегии мы хотели бы в том числе еще раз поднять вопрос по изменению подхода к формированию субсидий, то есть сокращение численности, исключение параметра численности населения при предоставлении субсидий, при расчете субсидий. Поднимаем вопрос о развитии содействия при экспорте, по развитию инфраструктуры бизнеса. То есть с тем, чтобы именно специальные меры, которые, возможно, уже давно работают на территории Российской Федерации, получили гораздо большую поддержку в последующем самих программах именно на территории Дальнего Востока. Также в этом году вступил в силу закон о налоговых каникулах. Начинающие предприниматели, ведущие документацию по упрощенной и патентной системе налогообложения, могут на 2 года быть освобождены от налогов. Конечно, это рассчитано на микропредприятия, разумеется, те, которые имеют ограниченный, не такой большой оборот, разумеется, и плюс еще ограниченный в количестве работников. Также в республике существует ряд программ по субсидированию кредитов и помощи в получении займов. Однако, несмотря на все льготы и привилегии, остаются проблемы, которые требуют на их решение больше, чем 1 год. Среди них и наболевший транспортный вопрос, который наиболее актуален для отдаленных районов. У нас как бы сезонно, что пока речка есть, можно завести подешевле. Зимникам вообще нереально завозить, очень дорого, вот эти комплектующие. Чтобы хоть подешевле что-то было. И приходится завозить, например, весной на целый год. Это большие вложения, капиталовложения. В общем-то, надо сразу деньги очень много концентрировать и в это вкладывать. И потом целый год их только обрабатывать. До конца года предстоит решить еще немало вопросов. Это и взаимодействие крупного и малого бизнеса, повышение конкурентной среды, участие объектов малого и среднего бизнеса в госзакупках и многое другое. Например, нам сегодня очень важно завести более активно малый бизнес на рынке корпораций, крупных компаний, для участия в их проектах. Вот над этим мы сейчас работаем в течение года этого. Очень важно, конечно, повысить вообще конкурентную среду, поскольку немало направлений сегодня выполняется государственными предприятиями и учреждениями, которые тоже могли бы занимать сегодня эти ниши малый бизнес. Работа по развитию предпринимательства в республике и созданию благоприятной бизнес-среды продолжится и в следующем году. Как отметил бизнес-омбудсмен страны Борис Титов, только предпринимательство сможет помочь выйти стране из кризиса. Саргалана Захарова, Александра Хабычарова, Василий Слепцов, Якутия. День за днем.